Кыргыз тили. Саламатсыздарбы достор? Сиздер менен мен Мээрим Момбековна. Сабактын темасы ың мүчөсү, үй бүлө. Сенин деген сөз орус тилинде твоя деген сөз менен дал келет. Орус тилинде твой дом, твоя сестренка, твоя мама деп твоя деген сөздүн жардамы менен айтылса, кыргыз тилинде бул сөздөн тышкары дагы, кроме этого слова, прибавляется после корня прибавляется окончание ың. Окончание ың по закону сингармонизм изменяется на вариант ың, ing, ung, üng. И еще есть полный вариант и неполный вариант. Вот полный вариант ың, ing, ung, üng. А неполный вариант просто одна буква ң. Если слово корень заканчивается согласными, тогда прибавляется полный вариант. Сенин карындашың. Корень карындаш. В конце ш согласный, поэтому прибавляется полный вариант. Сенин келиниң. Келин в конце н, поэтому прибавляется полный вариант. Сенин бөбөгүң. В конце бөбөк к согласный, поэтому прибавляется полный вариант. Сенин уулуң. В конце л буква согласный, поэтому прибавляется полный вариант. Сенин атаң. Вот смотрите, ата это папа. Корень заканчивается гласными. Тогда, если корень заканчивается гласными, тогда прибавляется неполный вариант. Просто одна буква ң. Сенин апаң. Это тоже апа. В конце гласными заканчивается. Прибавляется неполный вариант. Просто одна буква ң. Сенин эжең. Здесь тоже эже. Там в конце гласными заканчивается. Прибавляем неполный вариант. Бул сенин апаңбы? Это твоя мама? Вот смотрите, бул сенин. Сенин черными буквами написано. И окончание тоже ң черными буквами написано, потому что сенин и ң окончание связано, да? Ң обозначает, что твоя мама. А самый последний желтыми буквами написано б. Это вопросительное значение, да? Бул сенин апаңбы? Это твоя мама? Оба. Бул менин апам. Менин это слово моя. А апам жирными буквами, черными буквами написано м. Обозначает, что моя. Бул сенин таенеңби? Вот смотрите, таене это мамина мама, бабушка. А после таене одна буква ң черный написано черными буквами. Сенин, таен и буква ң связана, да, потому что после таене ң окончание обозначает это твоя бабушка. А по самой последней желтой буквами би окончание обозначает вопросительное значение. Спрашивает, это твоя бабушка? Бул сенин таенеңби? Жок, бул менин чоң энем. Нет, это моя бабушка. Менин чоң энем. Чоң эне это папина мама. Таене это мамина мама. Вот слово менин это моя. А после чоң эне окончание м обозначает моя бабушка. Бул сенин чоң атаңбы? Жок, бул менин таятам. Бул сенин эжеңби? Жок, оба, бул менин эжем. Тапшырма. Сенин деген сөздүн мааниsin түшүнөбүз. Ың, иң, уң, үң деген мүчөлөрдүн варианттарын жаттайбыз. Бул сенин байкеңби? Это твой брат? А как отвечаем? Дальше диалог вы сами составьте. Диалогту түзүп, дептериңерге жазгыла. Матта калыңыздар.